С начала года в Коми зафиксирован рост случаев массового убийства собак. Под руку догхантеров попадают не только бездомные, но и домашние псы. Напомним, в январе в Усинске в одном из ангаров было обнаружено сразу несколько собак, убитых тупым предметом. В МВД столицы Коми изучают уже 17 заявлений на убийство четвероногих. Фиксируют подобные случаи в Ухте. Здесь они усугубили и без того наболевшую проблему отлова безнадзорных псов. Подробности у Виктории Науменко. Приют единственной ухтинской организации по отлову и содержанию бездомных собак «Добрый город» всегда переполнен. Сейчас эта проблема встала особенно остро. Здесь и животные, отловленные недавно, и те, которых уже можно в соответствии с законодательством выпускать, чтобы освободить место для новых. По словам представителей «Доброго города», этого-то они и опасаются. Такая проблема существует. На протяжении того года наблюдалась такая ситуация, что пропадали бракованные уже, прошедшие УСВ собаки. Даже у нас одномоментно пропало их большое количество, и после чего в течение нескольких дней я обнаруживала трупы собак. Собак травят, стреляют в них отравленными дротиками, а в микрорайоне Ветлосян недавно стали применять еще более изощренный способ – проволочные селки. Несколько собак, убитых таким мучительным способом, волонтеры уже обнаруживали. Впрочем, официальных заявлений в МВД на убийство собак в Ухте не поступало. При этом часть жителей муниципалитета, особенно в пригородных поселках, настроена весьма радикально. Собак очень много, особенно в том районе, в этом и в том районе. Что-то с ними надо, конечно, какую-то борьбу вести. Понимаете, у меня самой собака, я очень животных люблю. И то, что я сейчас скажу, наверное, будет жестоко выглядеть. Но я считаю, что просто их вообще убрать. Как заявляют в управлении ЖКХ Ухтинской администрации, убийство бездомных собак как раз следствие бездействия Доброго города и предлог отказаться от ответственности за качество выполнения работы по заключенному контракту. Соответствующих требованиям документов об уже отловленных собаках и видеопроцедуры отлова подрядчик мэрии, кстати, так и не предоставил. В мэрии предполагают, что работа подрядчиком не проводится вообще. Заявки поступают, по некоторым заявкам, повторным заявкам, видно, что ничего не сделано, собаки не отловлены. Мы им звонили, спрашивали, почему по заявкам отработок нету, говорят, что не хватает средств, не хватает сил, не хватает людей. Им приносят собачек, они их выдают за отловленных, а сами на те места, где мы им пишем, они не выезжают. При этом, как говорят в мэрии, поддержка со стороны городской администрации подрядчику оказывается. Так недавно Добрый город выиграл проект «Народный бюджет», в рамках которого приют пополнит 20 новыми вольерами. А еще организации выделено 1,5 миллиона рублей от Минсельхоза Коми. Но, как поясняют представители приюта, собаки в рамках контракта, несмотря на все трудности, отловлены. А полученные средства не могут помочь организации сейчас. В рамках данного контракта нами уже отловлено 35 особей, и, к сожалению, больше по данному контракту мы заявки принимать уже не будем. Если брать народный бюджет, который мы выиграли, это деньги конкретно на постройку вольеров. На данный момент этих денег в благотворительном фонде еще нету. То есть они еще не выделены, и, соответственно, мы не можем заняться строительством. Что касается 1,5 миллиона от Министерства сельского хозяйства, это также целевые средства, которые выделены на обустройство приюта, чтобы он соответствовал федеральному закону. То есть мы эти средства потратить, например, для оборудования, для отлова мы не имеем возможности. Таким образом, вопрос качественного отлова безнадзорных собак по-прежнему остается открытым. А проблему самосуда над четвероногими будут рассматривать правоохранительные органы. Напомним, по Уголовному кодексу жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, а также из-за хулиганских побуждений или в корыстных целях преследуется по закону. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.